Прямая связь в прямом эфире на ТНВ. А мама sagt когда кухта, ац. Воспитатели ясельных и младших групп в этом детском садике Владикавказа говорят только на осетинском языке. А вжак, то есть родной язык, еще с пеленок. Здесь не язык изучения, а язык обучения. И перед нами сейчас лишь первая начальная ступенька лестницы, ведущей к вершине национального самосознания этого народа. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. А это национальная стратегия развития языка и культуры. Русский язык, конечно, тоже обязательно надо, чтобы они владели, знали, но при этом нужно обязательно сохранить свой язык, а где язык, там и традиции, то есть для нас это очень важно. Этот детский сад, как ни странно это прозвучит, кузница кадров. Одна из 35 дошкольных кузниц, готовящих будущих первоклассников для пока еще только 10 полилингвальных школ Осетии. Тенраш вышагал первые признаки жизни. Это дыхание, тенраш. Вот одна из них – Аланская гимназия Владикавказа. Перед нами начальные классы. Здесь осетинский снова не предмет, а язык обучения. Но это не национальная школа в хрестоматийном нашем понимании подобных заведений. И вот почему. Модель, которая разрабатывалась в республике 15 долгих лет и была уже неоднократно апробирована, состоит вот в чем. В первых 2 классах полилингвальных школ обучение ведется на осетинском языке. Русский здесь лишь предмет. Начиная с 3 и до 5 класса постепенно вводится русский язык, так же, как язык обучения. Если посмотреть на эти специфические учебники, можно увидеть, как материал дается на осетинском, но закрепляется и повторяется уже на русском языке. 2 языка здесь абсолютно равноценны, и в средних классах дети уже владеют ими одинаково свободно. С 5 класса обучение переводится на русский язык. За исключением нескольких предметов, таких как осетинский язык и литература, музыка, изобразительное искусство, история Осетии, география Осетии, традиционная культура Осетии. Эти предметы не заканчиваются экзаменами, и по ним нет ЕГЭ, что могло бы вызвать беспокойство родителей. Эта модель полилингвальна, а не двуязычна, просто потому, что иностранный язык в таких школах, во-первых, уже с 1 класса, во-вторых, неотъемлемая часть этого трехмерного, многоязычного, мультикультурного пространства. Полилингвальная модель – это стратегия создания человека с самым широким восприятием мира, в основе которого национальное достоинство и национальная идея, если хотите. Я думаю, что такая необходимость – это запрос не только от родителей, это запрос в целом времени, наверное, потому что есть вещи, которые хотелось бы не потерять. Вот такие школы, я думаю, что для каждой нации это действительно спасительные ласточки. Когда мы сегодня спрашиваем наших 17-летних детей, выпускников школ, почему же они так плохо владеют математикой? Мы забываем о том, что 11 лет назад, когда они пришли в 1 класс, мы их начали учить на русском языке, когда они еще и не говорили на нем, когда они с трудом еще понимали. Сейчас они прекрасно владеют русским языком, причина затушевалась. Поэтому правильный выбор языкового обучения, их алгоритм, существенным образом повышает качество общего образования. Вы представляете, какой у него будет литературный осетинский язык? Это будут те поколения, из которых мы получим новых осетинских писателей, драматургов, поэтов, журналистов и так далее. Новую осетинскую культурную интеллигенцию. Начав, как водится, с нуля, в Осетии довели количество полилингвальных школ уже до 10. В следующем году их будет вдвое больше. Еще через год втрое больше, чем сегодня. Цель – перевести половину всех школ республики на эту модель. И нам, конечно, интересно, как в Осетии обходят эти непростые пороги на пути в гигантское море культур, не растворяясь в нем, а лишь обогащая его. И вот об этом в следующий раз. Михаил Любимов и Андрей Мохов. 7 дней. Владикавказ. Республика Северная Осетия. Алания.
«Черное озеро». По будням в 21:00.